Лучший подарок в день рождения для сотрудников отделения Пенсионного фонда по Чеченской Республике сделали те, ради кого они трудятся. Опрос общественного мнения, проведенный информационно-аналитическим центром «Российский пенсионер», показал, что пожилые люди в Чечне считают себя самыми счастливыми. Для того, чтобы в полной мере обеспечить реализацию прав населения, в регионе действует 25 клиентских служб. За годы работы удалось улучшить материально-техническую базу, наладить бесперебойную работу и воспитать квалифицированные кадры. Фактически становление пенсионного фонда началось с момента прихода первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Ахмад Хаджи с первых же дней поставил перед системой задачу, чтобы возобновили все выплаты и на хорошем, высоком уровне проходило обслуживание наших граждан. И начались возрождаться и здания, и техническая составляющая, парк начал обновляться. Не то, что обновляться, а практически на 10 человек один компьютер был на тот период. И в этом плане отчет у нас идет с этого времени. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Чеченской Республике Нурит Дадуев работает в ведомстве с первых дней его основания, декабря 90-го года. Он рассказывает, что самый тяжелый период работы пришелся на военные годы, когда, рискуя собственными жизнями, соцработники спасали пенсионные дела и продолжали верить, что мирное время обязательно настанет. Основанием для погашения задолженности были пенсионные дела пенсионеров. Вот таких на начало военной кампании у нас было 185 тысяч действующих, не архивных. Все начальники районного управления, работники, проезжали, грузили, вывозили на местах, если административное здание, где располагаются наши районные отделы или управления, оттуда они перевозили себе домой подвалы. В этот период удалось сохранить сотни тысяч документов. Их вывезли в безопасное место на 20 грузовиках. Среди тех, кто спасал ценные бумаги, был и нынешний управляющий Мохмад Эми Ахмадов. Уже в марте месяца 2000 года, благодаря их героическому подвигу, мы смогли возобновить выплаты, потому что у нас были все основания для выплаты. То есть были сохранены 100% все пенсионные дела наших пенсионеров. С тех пор функции отделения Пенсионного фонда значительно расширились. Сегодня его сотрудники обслуживают свыше 400 тысяч пенсионеров. Ежемесячные денежные выплаты получают свыше 242 тысяч человек. За время действия закона о поддержке семей, имеющих 2 и более детей, выдано около 133 тысяч материнских сертификатов. Начальник отдела автоматизации управления Пенсионного фонда России в городском округе города Грозный, в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики. Юбилей Пенсионного фонда в республиканском отделении отметили с большим размахом. Указом главы Чечни отличившихся сотрудников наградили почетными званиями «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики», а также почетными грамотами. Некоторые работники управления получили высшие награды Пенсионного фонда России. Завершился праздничный вечер большим концертом, в котором приняли участие грозненские школьники. Свою концертную программу представили и артисты чеченской эстрады, также команды КВН. Тамара Касаева, Магомед Мударов, Зильмхан Закаев. Новости.